Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Друзья, сейчас я нахожусь на одном из крупнейших в России месторождений золота. Это Нежданинский ГОК компании «Полиметалл». И сегодня в нашем выпуске вы узнаете, как добывается золото. А начать хотелось бы с того, что гораздо ценнее золота. Единовременно на нежданинском месторождении компании «Полиметалл» работает и проживает более 1000 человек. Работники размещаются в комфортабельных общежитиях. Когда рабочая смена длится 12 часов, это важно как никогда. Тут имеются комнаты отдыха, библиотека, тренажерные и спортивные залы. Подкрепиться можно в просторной столовой с разнообразным меню. Комнаты для проживания оборудованы санузлами и душем, а для стирки одежды имеется прачечная. Ну что, представим, что мы проснулись, умылись, позавтракали и заступили на смену. Начнем мы с геологов, потому что именно они разведывают месторождения. Моя работа, сам я занимаю должность дежурного геолога, то есть это область 3D-моделирования и базы данных. На месторождении у нас большое количество, как все знают, это горные выработки, скважины, то есть без скважин и горных выработок мы не можем знать, что лежит у нас под землей, какое содержание золота, в каком количестве. И вся эта номенклатура нами оцифровывается в электронный вид и хранится у нас в базе данных. То есть каждый пробуренный метр, сантиметр даже, каждый грамм золота, который отбурен на карьерах, это у нас ведется учет везде. И на основе этого мы моделируем модель месторождения, то есть считаем, сколько минеральных ресурсов у нас вообще заложено на нежданинском месторождении. Ну, то есть мы уже знаем. Просто время от времени разведываем дальше, все ниже наши запасы и пересчитываем каждые полгода. Каждодневная работа наша заключается в том, что при добыче блоков, то есть мы также даем всю информацию отделу, смежному отделу горного планирования, с каким содержанием, сколько тонн золота на данный момент у нас на карьере. Непосредственно перед вами процесс документации керна, материала, который поступает после бурения. То есть здесь нашим геологам весь этот материал документируется, и затем вся эта информация попадает в нашу базу данных, с помощью которой мы будем работать, с помощью которой мы будем строить рудные тела и, соответственно, дальше считать минеральные ресурсы нашего месторождения. То есть это материал, от скважин, который мы доразведываем в наше месторождение. Мы здесь отслеживаем, например, можем отследить раздробленность пород, то есть с помощью визуального осмотра видим какие-то включения минеральные. И благодаря этому мы можем отслеживать тектонику нашего месторождения. Наличие кварца, рудной минерализации, такой как перит, арсенопирит. Визуально она есть, и предположительно на начальных этапах мы можем определить, где возможно у нас рудная зона, но потом, соответственно, все необходимо отправлять на анализ, получать результаты и дальше отстраивать уже. Потом это керн пилится пополам. Одна половинка идет в пробу и стирается, отправляется на анализ, а вторая часть на хранение. Сейчас мы находимся с вами на кернохранилище. То есть здесь на этих стеллажах внутри ящиков сложены материалы бурения наших разведочных скважин, с помощью которых мы разведываем наши запасы, наши месторождения. Подписывается, как, например, на примере какая скважина, и интервал от такого-то до такого-то метров. Здесь уложен материал бурения. Испытано на себе. Дважды упорная руда. Это означает, что мы не увидим тут золотые самородки, как в художественных фильмах.
Здесь золото спрятано в минералах, и чтобы его окончательно добыть, нужны очень сложные процессы. В Нежданинском ГОКе руда обогащается, то есть увеличивается процент содержания золота для дальнейшей обработки. Но на участке есть такое место, где можно увидеть настоящее золото. И это пробирно-аналитическая лаборатория. Вадим, я вижу, что здесь завешивается уже золото, да, и вот в руках у вас вот оно настоящее золото, друзья, которое добывают на Нежданинском ГОКе. Но которые видят только работники лаборатории. Это на самом деле очень сложный, да, процесс получить? Это сложный, это объемный, трудоемкий процесс. Здесь получается в этом золоте работа всего ГОКа, начиная от геологов, заканчивая фабрикой. Мы являемся связующим звеном. От результатов нашей работы зависит многое. Это, получается, качество изготавливаемой продукции, это контроль технологического процесса. И от нас также зависят геологи, которые благодаря нашим данным знают, где копать, что копать. Ну, действительно, это очень важный момент. И, друзья, конечно, у нас передача называется «Испытано на себе», и поэтому сегодня у меня есть возможность здесь, в лаборатории, испытать себя в роли плавильщика. Испытано на себе. Мы сейчас находимся в плавильном отделении, и, друзья, на самом деле, вот вообще роль плавильщика, она очень ответственная, поэтому я не смогу вот делать такие же манипуляции, но, тем не менее, примерю на себя вот этот интересный костюм, который сейчас у Вадима в руках. Вадим, что это за костюм, для чего? Это у нас защитно-алюминизированный костюм от защиты высоких температур. У нас температура достигает до 1200 градусов. 1200 градусов. Да, Так. То есть он защищает от жара. от жара, да. Так, все правильно, да? Да. Угу. Далее щиток. Это защита лица от высоких температур. В данном случае вы уже можете очки снять, просто спустить щиток. Ага. Так. И ватчики. Угу. Вот так, друзья, выглядит плавильщик, прежде чем приступить к работе. Бывают такие серьезные защитные средства защиты. Познакомьтесь, это Петухов Павел Юрьевич, плавильщик. Павел Юрьевич, расскажите, вот я вижу, что это одна из печей, да? Где, что происходит внутри? Сейчас происходит плавление. Окись свинца превращается в металлический свинец и забирает в себя благородные металлы. Давайте откроем, посмотрим. Кипящий металл, друзья, вот там внутри. Я даже чувствую тут очень сильный жар. Действительно. И, да, можно закрыть, наверное. После плавления происходит, мы выливаем, получается, это такой металлический вербель. Шлак мы отбиваем, вот потом происходит купиляция. Купиляция происходит тоже здесь. После купиляции происходит, он превращается в маленький королек. Вот в такую вот точечку потом. Вот это все превращается вот в Да, такое? с такого вербля получается маленькую точечку. Ого. Это у нас является свинцовым верблеем. Это продукт плавки. Здесь что она из себя представляет, свинцовое вербле? Здесь коллектором драгоценных металлов является свинец. Во время процесса плавления свинец опускается на дно тигля, уволакивая за собой драгоценные металлы. В данном случае это золото и серебро. Далее, после того, как мы получили свинцовый верблей, мы переносим их на процесс купиляции. Процесс купиляции зачем нужен? Он нужен для того, чтобы освободить драгоценные металлы от свинца. Свинец у нас впитывается в магнезитовую капель. Это вот эта чаша? Да, это чаша. И после того, как у нас реакция прошла, у нас золото-серебряный королек в процессе купиляции вспыхивает. Это означает, что у нас реакция закончилась, и на капеле остался только золото-серебряный королек. То есть вы представляете, друзья, вот здесь, грубо говоря, находится и золото, и серебро, правильно? Да. Помещается это в чашу, чаша помещается в печь, температура 950 градусов. Там вот этот свинец впитывается в саму чашу, а золото и серебро остаются вот такой маленькой-маленькой капелькой. Это вот такой вот большой процесс, чтобы получить
грубо говоря, я не знаю, ну, по сравнению сколько это, как даже не капля воды, это даже чуть меньше. Да, поэтому золото и стоит дорого. Потому что это колоссальный труд многих количества людей. Спасибо, Вадим, очень интересная информация. Ну и как видите, друзья, сейчас мы с вами побывали в лаборатории. Испытано на себе. Ну а следующая, не менее важная профессия на золотодобывающем участке, это, конечно, водитель самосвала. И давайте познакомимся. Михаил Павлов. Михаил, здравствуйте. Михаил, расскажите про специфику вашей профессии. Ну, специфика у нас такова. Возим камни, руду, породу, вверх-вниз. Такова специфика работы. В Очень целом, сложно. да, действительно, здесь один из нюансов заключается в том, что если, например, самосвалы из карьера вверх груженые поднимаются, то здесь, наоборот, с горы спускаются вниз. Вот, в чем специфика и особенности? Ну, специфика, что как бы вверх получше возить, конечно, но вниз гололеды, все такое, как бы, ну, поэтому это сложнее, то есть. То есть есть свои трудности. Есть, да, трудности. То есть, если тебя понесет вниз, то сложнее будет остановиться, чем назад тебя понесет чуть-чуть дальше, как бы. Ну, вот в этом, да, есть сложности, как бы, такие. Ну вот я, как обыватель, да, скажу, что для меня вот такой вот самосвал, который работает в карьере, это БелАЗ. Ну, я думаю, для большинства наших зрителей тоже. Но это, конечно, не БелАЗ. Вот какая марка, что это за самосвал? Это НХЛ на базе Терекса сделанный. В общем, неплохой самосвал. Как вы говорите, БелАЗ. Неплохой БелАЗ. А сейчас у нас, друзья, есть уникальная возможность заглянуть внутрь кабины и посмотреть, как же выглядят подобные вот такие горные самосвалы изнутри. Давайте. Давайте, конечно, отсюда залазьте. Отсюда можно, да? Ага. Здорово. Так. Ух. О. Какая уютная кабина. И главное, то, что сам участок находится на горе, тут такой ветрено постоянно практически, да? На сопках, что, сопки же. Ага. В любом разе будет ветрено. Салон. Я первый раз вообще нахожусь в салоне подобного самосвала. Вот какие тут особенности? Вот чем отличается от обычных машин? Да, в общем-то, как бы таких отличий нет. Ну, вот это вот ретарды, вот они тормоза. То есть с горы спускаешься, вот и останавливаешься. То есть коробка, автомат. Селектор небольшой совсем. Ну да. Даже Так, меньше, чем на некоторых иномарках. Легковых, но. Да. Но все равно, как бы, в любом разе делается это уже как бы для удобства. В этой машине мы постоянно находимся. То есть работаем как бы с утра до вечера, так скажем. Живем, так скажем, в машинах. Практически. А смена со скольки до скольки у вас? С 28 Мгм. до 8. До 8 вечера. Да. Ага. Я тут вижу, даже есть автомагнитола. Да, конечно, давайте заведем. Так, Посмотрите, как это выглядит. О, такая картинка. А, то есть здесь тоже дублируется, да? В общем, да, в общем, здесь есть как бы регулировки, есть камера заднего вида также. Вот она. Угу. Ага. Да, потому что тут, конечно, зеркала зачетные, такие огромные, но не все видно. Ну да, все равно сзади, то есть, когда ты подъезжаешь, камни особо по бокам-то видно. Ну вот у нас еще вот такие вот круговой обзор. 360, можно сказать. Да, в салоне спереди и по бокам. Ну а зад, вот это сзади, то есть показывает, что там происходит. Колеса огромные, а в целом как рулится? Вполне как бы нормально рулится. Мгм. То есть ничто такого. Вот у нас еще АСД, да, она нас направляет, куда нам ехать, под какой эскаватор. А, то есть все компьютеризировано. Да. То есть нет такого, что вы по рации там общаетесь и так Нет, далее? есть почему. Рация Рация есть? тоже, как бы, рация есть, и по рации это, ну, разговариваем. Но смысл в том, что сейчас, ну, как бы, вводят потихоньку это все компьютеризировано, чтобы смотришь на него, тебя он переправил, например, ты работаешь на том эскаваторе, он тебя переправил на тот эскаватор, то есть на 410-м работаешь, на 407-й поехал, он уже будет, то есть, сам себя переправлять.
То есть вы знаете уже благодаря вот этому информационному, да, дисплею, куда Да. вам нужно ехать, и в целом вся информация здесь. Сейчас он загрузится, я могу показать. Сюда вводишь свой табельный номер, и он все твою фамилию, имя показывает, то есть, что ты уже. И также, ну, перед началом смены ты начинаешь, в конце смены завершаешь. Сменщик приходит, то же самое делает. В принципе, можем прокатиться, если... Да. А что касается комфорта, здесь печка, я понимаю, точно есть. А есть ли кондиционер? Кондиционер, да, есть, всё конечно, вот есть. он. Друзья, надо отметить, что здесь очень строгие требования к безопасности. Вот мы даже приехали сюда на УАЗе санитарке, и машина не двигается, пока вы не пристегнете ремень безопасности. Посмотрите, как это выглядит из кабины. Это вообще... У меня в голове не складывается. Уже кажется, что мы летим. Высота огромная. Смотрите, вот две машины стандартные. УАЗик и Хайлюкс. Выглядят как игрушки. Это да. Ну, вот так мы, вот так и работаем. Да. Сложно ли привыкнуть к габаритам? Ну, как бы, есть чуть-чуть сложности, ну, привыкаешь, так скажем. Привыкаешь. Все равно, да. У нас тут и... Ну, видите, у нас тут нету больших. То есть у нас вот 55-60 максимальный. То есть они в среднем-то, вот, например, садишься или на Камацу, или на НХЛ. То есть они, в общем-то, по габаритам одинаковые. НХЛ даже поуже чуть-чуть Камацу. А так вы на каких еще самосвалах работали? На Volvo работал. На Volvo? Ага. Ну, на сочлененке на Volvo. Ну, то есть вот такая вот. Это тоже горный самосвал, да? Да, конечно, самосвал. Приятно. Они тоже 60-тонные, как и вот этот, только сочлененный получается. Это равный, а у нас только сочлененный. Так, друзья, обратите внимание, здесь у нас такое сейчас информационное табло. Что на нем? Вот он сенсорный, вот нажимаешь сейчас, вылазит табельный номер. Вводишь свой табельный номер. Все, видите, он вылазит. Вот моя фамилия, имя. Все. И тут вся информация. Вот нажимаешь, сейчас ему не в работе, нажимаешь в работе. 10 718. Поставь 410. Михаил сейчас уже включился в работу обратно. Мы не будем вас отвлекать. И желаем вам хорошего, продуктивного дня. Ну и, конечно же, отличной смены. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, ну а мы продолжаем свою экскурсию в рамках передачи «Испытано на себе» по месторождению золота, полиметалла. Испытано на себе. Итак, мы сейчас с вами познакомились с профессией водителя карьерного самосвала. Очень хотелось бы, конечно, пообщаться с оператором вот этого экскаватора горного, но, как видите, там огромный поток, и мы не можем остановить, да, вот это производство. К сожалению, Поэтому да. у нас сейчас, друзья, расскажет про эту замечательную профессию Денис Мирошниченко, горный мастер. Денис, здравствуйте. Расскажите, вот в чем состоит особенности вот именно работы оператора экскаватора? Оператор экскаватора в данный момент занят у нас на выемке горной массы. Как бы основная его цель — отработать блок именно в проекте по паспорту, как заложено. Не ниже, не выше. Соблюсти производительность, чтобы самосвалы не стояли. Грубо говоря, после того, как взрывные работы производятся, вся вот эта масса, она должна именно с помощью... Можно его назвать как художник? Ну, Конечно, да. Он же да. формирует вот эту всю, вот даже в ту площадку, на которой мы стоим, это в том Да. числе его работа. А скажите, вот сколько породы входит в ковш? За один раз сколько он набирает? 7 кубов, но по тоннажу бывает, конечно, по-разному. Все зависит от горной массы, от качества взрыва, от крепости породы. Самосвал у нас транспортирует от 55 до 60 тонн. И правильно ли я понимаю, что как можно сказать, насыщение золотом, да, здесь это 4 грамма на тонну, да, в среднем породы? Или Тоже я ошибаюсь? По-разному бывает. Все зависит от блока, от
1 грамма до 6 грамм. От 1 до 6 В среднем, да, наверное, около 3 будет. Друзья, ну вот сейчас мы находимся здесь на карьере уже продолжительное время. Надо отметить, что нам выдали спецовку. Вот я в ней очень себя комфортно ощущаю. Вот это техноавиа, если я не ошибаюсь. И я вот увидел у Дениса очки достаточно интересные. Вот у меня они прозрачные, а у Дениса, обратите внимание, они сетчатые. Вот, Денис, в чем их основная особенность? Их большой плюс этих очков защитных, то, что в морозы, здесь, как известно, Якутия, сильные морозы, они не запотевают. Это очень большой плюс, не мешают обзору. То есть я перешел на эти очки, они мне очень нравятся. Денис, вам большое спасибо и желаем вам хорошей продуктивной работы, отличной смены. Спасибо. Спасибо. Испытано на себе. Мы продолжаем знакомиться с профессиями, и сейчас, прежде чем представить нашего следующего героя, обратите внимание на этот отвал, если я не ошибаюсь в правильном его названии. Давайте познакомимся. Денис Давыдов. Денис, приветствую вас. Здравствуйте. Денис, машинист бульдозера. Правильно. Ну, Денис, я вообще сегодня я побывал уже в кабине карьерного самосвала, но тем не менее вот такой огромный отвал я тоже, можно сказать, первый раз в жизни вижу. Сколько он метров в высоту? 3,5. 3,5 метра. И каково вот такой махиной управлять, и вообще в чем особенности твоей профессии? Особенность приемка горной массы, самосвалы привозят, высыпают, я это все толкаю, равняю, зачищаю блока под взрыв, после взрыва. Блока это что Дороги такое? делаем. Ну, блока это где буровые станки бурят, потом взрывают, это блок называется. Ага. Равнять, подсыпать, толкать, все это вот связано с ним. Давай подойдем поближе, да, посмотрим. Ты расскажешь про своего... есть у него имя? Нету. Бульдозер 602. Бульдозер 602. А в целом вообще имена дают, нет? То есть я так понимаю, что вот на этом бульдозере ты постоянно работаешь? Да. Я вот его как сюда устроился, получил новым. Ну вот с самого начала, получается, на нем работаю. То есть с самых вот маленьких, вот, грубо говоря, лет, да? Да. Вот. И сколько лет уже работаешь на нем? На 5 лет. 5 лет. Как техника? Отлично. Отличная. Хорошая вообще. А в целом вообще вот коллеги дают имена своим вот технике своей? Не встречал. Не встречал? Не встречал То есть такого. просто бульдозер. Сколько тонн весит? 70. 70 тонн. И сзади еще что-то у него, да, есть? Рыхлитель. Сзади рыхлитель. Это как плуг, можно Ну сказать, да? да, где-то что-то подрыхлить, где-то камни твердые, не взорванные. Все это он рыхлит, поднимает. А вообще, вот, допустим, ты закончил смену, и ты на нем вниз спускаешься или оставляешь его здесь? Нет, мы у нас там, возле эскаватора обычно, где пересменка происходит, туда. И сменщик Да, меняетесь? да. Он, то есть, работает вообще круглосуточно? Круглосуточно, день-ночь. У тебя смена также с 7:40 до Да. 8? Да. И вот так меняетесь, да? Слушай, техника работает круглосуточно 5 лет. 5 лет. Вот это да, друзья, представляете? Вот это да. Это работяга. Так, ну а сейчас, можно сказать, я нахожусь, наверное, на высоте где-то около 5 метров. И мы уже переместились в кабину. Ну так как кабина одноместная, да? Одноместная. И техника настолько серьезная, что я просто... Денис, пожалуйста, покажи свое рабочее место и в целом, как управляется такая махина. Да легко. Вот вперед, назад, лево, право. Это вот вверх-вниз, лево-право отвал. Все. 2 джойстика. И педаль газа. Газ, тормоз. Все. Элементарно. Слушай, супер. И легко. Коробка, автомат, ничего такого сложного, все. Все отлично. А плуг как управляется? Рыхлитель вот Рыхлитель. рычагом. Ой, я плуг назвал. Слушай, здорово тоже. И печка, кондиционер. Все есть. Все есть. Все исправно, все есть, все Летом работает. не жарко, зимой не холодно. Да. Супер. Ну ладно, не будем тебя отвлекать. Спасибо огромное. Слушай, здорово. 2 джойстика и все. Бывает такое, что как будто как в компьютерной игре. Бывало. Поначалу, да. Поначалу. Ну, спасибо большое. Успехов и хорошей смены. Вам также. Испытано на себе. Ну а следующая профессия называется маркшейдер. Познакомьтесь, Алексей Запханов является маркшейдером. Алексей, приветствую. Да, приветствую. Алексей, расскажи вкратце про свои обязанности, что входит в профессию маркшейдер.
Ну, маркшейдер на таком месторождении, как у нас, непосредственно занимается производством технических измерений, контролем проектных показателей. Ну и также особое внимание уделяется безопасности выполнения всех работ. То есть можно ли сказать, что вот то, что мы видим, вот эту планировку, это в том числе большая часть твоей работы? Ну да, безусловно, конечно. То есть все, что в принципе на месторождении находится, все в каких вот границах, как это все выглядит, это непосредственно наша заслуга, ну и всего коллектива. Я вижу у тебя в руках планшет, рядом с нами какая-то футуристическая штука, то есть немножко непривычно. Что она делает? Да, это наземный лазерный сканер. Он используется маркшейдерами в основном, ну и не только маркшейдерами. Используется он для того, чтобы зафиксировать, допустим, определенную местность, узнать точные координаты. Вообще он используется для съемки больших площадей, ну, чтобы ускорить процесс работы. Ну и как бы все это, так скажем, минимизировать, ну, саму работу в поле, так скажем. Ну, кстати, давайте посмотрим, как это выглядит на экране. Да, то есть вот после выполнения, получается, работ мы получаем вот такую 3D-модель. Необходимый нам участок, который мы отсканировали. Вот, все. Он выполнен. Слушай, а самую высокую он вообще берет вот Ну да, то есть, вон тех верхушек, да? да, то есть у него расстояние там несколько километров. Друзья, вот смотрите, вот та часть тоже видна на этом 3D-сканировании. Здесь, я так понимаю, что сканирование завершено. Да, нам сейчас необходимо будет еще выполнить определенный вид работ. Работы эти называются разбивочные. Для того, чтобы в будущем у нас пришел буровой станок и пробурил разведочные скважины. Давайте, я помогу. Давайте, да. Для производства этих работ мы будем использовать GPS-оборудование. Это, так скажем, более мобильное оборудование. Здесь, имея определенные... Ну, то есть, работая в конторе, мы уже изначально загружаем сюда проект с известными координатами. Вот. И имея этот проект, получается, на местности, мы уже с легкостью можем выставить необходимые нам скважины. Алексей, а вот что нужно, чтобы стать маркшейдером? Прямо обучают такой профессии? Да, обучают. Обучение происходит в основном в технических вузах, ну, в основном на горном факультете. Для того, чтобы, как бы, ну, процесс обучения включает в себя получение теоретических знаний, знакомство с оборудованием, ну и плюс различные практики на предприятиях. Для того, чтобы стать маркшейдером, нужно, наверное, больше уделять внимание таким предметам, как математика, физика, география, ну и информатика. Ну и, соответственно, хорошо учиться. Это немаловажно, друзья. А сколько лет уже работаешь маркшейдером? И сразу ли становишься, или начинаешь с каких-то низов, с азов? Ну, так скажем, путь может быть у всех разный, потому что некоторые после института сразу приходят устраиваться маркшейдерами, некоторым приходится чуть-чуть подождать, то есть устроиться, допустим, горнорабочими. Ну, и это полезно также для опыта, для получения каких-то новых знаний, потому что на практике ты получаешь знания, которые ты не получал в институте. Ну и как бы... Вообще, я маркшейдером работаю с 2011 года. И как бы сейчас я, ну, как бы наблюдаю за тем, что вот наши специалисты, которые приходят к нам, они уже, так скажем, более подготовлены в информационном плане, потому что... Чем раньше, да? Да, потому что, ну, технологии все равно, так скажем, какие они были в 2011 году и какие в 2025, они абсолютно разные. А маркшейдера тесно связаны с технологическим процессом. Ну и как бы вот. Ну вот даже взять, в 2011 году ты начал работать, был ли вот такой лазерный сканер в то время? Ну, были, да, то есть просто там они имели немножко меньший функционал, допустим, да, и как бы были более громоздкими.
Как бы, ну, программное обеспечение было, может быть, не настолько так современное, как бы, ну, может быть, в каком-то плане какое-то более сырое. А так, в принципе, ну, в техническом плане, как бы, конечно, далеко вперед шагнули. Ну и плюс сейчас еще используются квадрокоптеры, да, ну, то есть для съемки тоже используют. Вот. Так, мы, видим, подошли уже на площадку, да? Да, мы подошли на площадку, вот если можно увидеть, вот там небольшие кучки. Это вот как раз-таки разведочные скважины, которые были здесь пробурены. То есть вот на этой вот местности залегает у нас ниже сам рудный пласт. Мы прям стоим над золотом, можно Нет, сказать? ну, Практически. Ну да, если мы чуть-чуть дальше пройдем, мы будем стоять на золоте. Да. Так, задача в чем заключается? Задача заключается в том, чтобы восстановить, во-первых, скважины, которые мы закрепляем на местности. Так, давай, это надо. То есть там в рюкзачке лежит топор. Надо его чуть-чуть подбить. Ну, вообще этим занимается рабочий, получается, он, который мне помогает. Забиваем прям? Да, и по чуть-чуть, да, этот, чтобы не пораниться, аккуратно. Да. Все, хорош. Так, и все. И проверяется, вот, да? Проверяем, да, вот у нас вот есть данные, которые мы непосредственно загрузили. То есть вот, и вот там вот направление, видите, в какую сторону должна буриться скважина. Вот следующий кол, на котором написано N, это вот направление. Также его проверяем, все у нас здесь нормально. Вот. Подбить? Да, Нормально? Нормально, да. Ага. И вот, соответственно, сюда приедет уже буровой станок через некоторое время, скорее всего, уже в ночную смену, в эту. И будет забуривать здесь скважину. Скважина у нас будет глубиной 60 метров. 60? Да. Вот. Это разведочная скважина. И вот она будет буриться по этому направлению. Это и выставляется, получается, в виде такой сетки, да? И там уже по профилю... Ну, вообще скважины, получается, проектируются у нас геологами. То есть геологи, исходя, опять же, из цифровой модели, из данных предыдущих изысканий, так скажем, они строят, так скажем, необходимое им количество скважин и, ну, условно выставляют их на плане. Из этих данных, получается, то есть строится вот как раз-таки вот модель, как у нас сам рудное тело залегает под землей. То есть мы пробуриваем скважину, на каком-то метре, условно, они натыкаются на золото. Они же все получают данные, которые от бурения скважин, получается, они получают там вот эту вот породу, которую отправляют в лабораторию, там они ее изучают, находят какой-то определенный процент золота и говорят, что вот на этом метре, условно, у нас пошло золото. Вот так. Все, и получается такая подземная, грубо говоря, 3D-картина. Ну да. Самой жилы. Да, как у нас вот золото идет под землей. Что касается этого прибора, вот какая у него точность? Ну, точность, ну, тут даже, наверное, меньше сантиметра, наверное, ну, если как бы, да. То есть она просто позволяет более мобильно передвигаться. То есть ты можешь, да, использовать как бы и сканеры, еще какие-то приборы, тахиометр, но вот эта вот штука, как бы ты более мобилен, и задачи ты можешь выполнять свои, опять же, быстрее. В следующем выпуске «Испытано на себе» мы продолжим рассказ про профессии нежданинского ГОКа компании «Полиметалл». Узнаем, что такое биг-бэги, зачем нужен пневмомолот, зачем на фабрике 4-ступенчатая очистка воды и, самое главное, насколько и каким образом происходит обогащение руды. Испытано на себе.